Прямой эфир телеканал «Якутия-24». В прямом эфире это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня. Ледоход в движении. Какова ситуация по паводковому периоду в республике? Последние данные и актуальные новости из разных районов. Поддержка российских семей. Оформить пособие на первого и второго ребенка в стране теперь можно в любом месте, где есть органы соцзащиты. Трудности профессии. В работе врачей и медсестер педиатрической службы в Алдане появился ряд сложностей. О каких проблемах речь? Райская птица в алмазной столице. Жительница Мирнинского района разводит павлинов. Кема-ралли-2019. В Приморье прошли всероссийские соревнования по спортивному туризму на водной дистанции. Якутию представила команда из Нерюнгри. Тема номер один в республике – это паводковая обстановка. В целом ситуация по-прежнему стабильная, об этом сообщает МЧС по региону. Активная фаза ледохода на реке Лени проходит по территории Ленского района, а ледоход по Лени на участке Покровск, Якутск, Кангаласы ожидается 16-19 мая. В Ленском районе продолжает работу оперативная группа МЧС. Напомним, что ледоход на Лени пересек границы с Якутией 8 мая, а вечером 11 числа были зафиксированы подвижки льда в Ленске. Нижняя кромка наблюдается у Ленска, там густой ледоход, уровень воды у города значительно ниже критических отметок. Уровень воды на данный час у нас составляет 907 сантиметров, то есть это достаточно ниже критической нормы. Поэтому населению мы рекомендуем не паниковать, тревоги пока никакой нет. Все находится под контролем, у нас работает, также продолжает работать рабочая группа за обстановкой, за контролем по обстановке прохождения паводковых вод. Также густой ледоход на реке Алдан. Его активная фаза проходит по территории Алданского и Усть-Майского районов. Нижняя кромка наблюдается на 50 километров выше населенного пункта Усть-Миль Усть-Майского района. Верхняя кромка в 50 километрах выше населенного пункта Угино Алданского района. Оперативная группа взрывников сегодня работала на участке реки в 50 километрах ниже поселка Кюпцы. Именно там, где в прошлом году образовался затор, затем по этой же причине уровень воды превысил критические отметки. Тогда населенный пункт серьезно пострадал, как известно, от паводка. Сегодня взрывные работы проходят в плановом режиме, чтобы как раз избежать повторения прошлогодней ситуации. Был произведен один подрыв, использовано 1000 килограммов взрывных веществ. В целом на реках республики в этом году определили более 40 мест, где будут проводиться превентивные мероприятия. На всей протяжении по реке Алдан, на всем протяжении реки наблюдается ледоход, проходит при низких уровнях. Данные взрывные работы были проведены в целях превентивных мероприятий. Работы проведены, я считаю, эффективно, и мы помогли реке дальше к прохождению благоприятного ледохода. Ну а активная фаза ледохода на реке Вилюй проходит по территории Сунтарского и Нюрбинского районов. Нижняя кромка наблюдается у города Нюрба. Уровень воды составляет значительно ниже критического, хотя из-за большого количества выпавших зимних осадков специалисты прогнозировали большой уровень воды, но тут природа внесла свои коррективы, и основная часть талых вод ушла. Поэтому уровень воды на реке Вилюй в норме. Также благоприятному ледоходу поспособствовали распиловка льда и зачернительные работы на тех участках, где обычно образовывались заторы. Верхняя кромка наблюдается у поселка Крестях Сундарского района. Протяженность ледохода 317 километров. В ближайшие сутки двое ожидается вскрытие реки на участке Верхневилюйск-Вилюйск. Большой приточности на реке Вилюй на данный момент времени не усматривается. При подготовке к паводку в этом году была проведена значительная работа
по зачернению и распиловке льда на реках Вилюй и Марха. Как мы видим, ледоход проходит в данный момент в штатном режиме, предпосылок к заторообразованию не наблюдается. В северной части Якутии ледоход начался с реки Березовка в Среднеколымском районе. По словам главы села, ледоход начался на 5-6 дней раньше обычных прогнозов. Превышений критической отметки пока нет, в селе введен режим повышенной готовности. А на реке Колыма ледоход находится в Магаданской области. Наблюдается ледоход различной интенсивности. На территории Якутии у поселка Зырянка разводья и местные подвижки льда. На всех участках к этому часу отмечается стабильная ситуация. Уровни воды в пределах нормы. Угрозы подтопления населенных пунктов нет. Пока не прошел ледоход по Якутии, наблюдается традиционная проблема весенней распутицы. Все переправы и автозимники на территории Якутии закрыты. Это создает ежегодные сложности не только для пассажиров, но и для грузоперевозок. А для населения через Лену между Якутском и Нижним Бестяхом курсируют суда на воздушной подушке. По порядку и подробнее в этой теме разбирался наш корреспондент Юрий Осипов. В Якутии в зимнее время функционирует 5 переправ регионального значения через реку Лену Хатасы-Павловск и Кангаласы-Сотинцы, а также через реки Амга, Алдан и Вилюй. На сегодняшний день все они закрыты. Переправе через Лену Ирбиси ходят, и по всем остальным районам через Амгу уже река идет Амга, через Вилюй пока ледостав стоит, там частные люди тоже, перевозчики, людей перевозят, и через Алдан то же самое. В период распутицы переправиться на противоположный берег возможно только с помощью судов на воздушных подушках. Они курсируют с территории городского пляжа между Якутском и Нижним Бестяхом. В общей сложности на маршруте задействовано 20 судов на воздушной подушке и 5 аэроботов. 11 мая стоимость проезда поднялась до 2000 рублей. Уже дорога ломается. Скоро мы будем возить уже не 800 килограмм, не по 9 человек, а человек по 5, по 6 будем кое-как проходить. Это раз. А груза уже будем возить не по 800 килограмм, по 600, потому что невозможно будет ехать. Сейчас уже дорога вся сломана, это уже начало ломаться давно, но сегодня уже критический момент такой настал. Еще хуже будет дальше. После прохождения ледохода по этому маршруту будут курсировать паромы. На федеральной дороге в Вилюй будут установлены 2 понтонных моста. На 702-м километре на реке Тюкян и 1151-м на Малой Батобии. Ориентировочные сроки в зависимости от погодо-климатических условий будут намечены на 10 июня. Но возможно корректировка данных сроков либо в меньшую сторону, либо в большую. Все будет зависеть от того, какая погода будет на нашей территории Республика Саха-Якутия. На данный момент идут подготовительные работы по ремонту понтонных звеньев и их окраски. Такой наплавной мост может удерживать груз до 60 тонн. Также в период активного ледохода будут организованы пассажирские перевозки на вертолете. МЧС напоминает, что в это время несанкционированные перевозки по реке строго запрещены и очень опасны. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Установлен источник загрязнения реки Ортусала в Алданском районе. С горного участка месторождения рассыпного золота «Аляска», где в 2018 году компания ЯСДК «21 век» завершила работы по добыче и ведет подготовительные работы к рекультивации нарушенных земель. Зафиксирован разрыв дамбы отстойника со следами залпового сброса илистых осадков в реку. По предварительной информации, разрыв дамбы произошел утром 12 мая. Инспекторами комитета возбуждено административное расследование. Отобраны пробы воды с видеофиксацией. На момент рейдового осмотра предприятием ведутся работы по ликвидации аварии. Сброс с отстойника ликвидирован путем восстановительных работ. Сейчас короткая пауза, ровно 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите далее. Поддержка российских семей. Оформить пособие на 1-го и 2-го ребенка в стране теперь можно в любом месте, где есть органы соцзащиты. Трудности профессии. В работе врачей и медсестер педиатрической службы в Алдане появился ряд сложностей. О каких проблемах речь? Райская птица в алмазной столице. Жительница поселка Алмазный Мирнинского района разводит павлинов.
Хема-ралли-2019 в Приморье прошли всероссийские соревнования по спортивному туризму на водной дистанции. Якутию представила команда из Нерюнгри. Итоги дня в прямом эфире. Продолжаем выпуск. В Москве проходит заседание Совета губернаторов России и Японии. Участвуют около 30 глав регионов двух стран. Среди них и глава Якутии Айсен Николаев. Будут обсуждаться возможности будущего сотрудничества с нашей республикой. В новейшей истории страны такая представительная встреча губернаторов России и Японии проходит впервые. Это говорит о большой заинтересованности сторон в совместной работе, говорят эксперты. Главные темы, которые будут обсуждаться в ходе Совета, это развитие малого и среднего бизнеса, инновационные технологии, обмен в культурной и спортивной направлениях. Благодаря усилиям лидеров наших стран произошла серьезная перезагрузка, в которых, безусловно, должны и активное участие принимать субъекты Российской Федерации, префектуры Японии. Надо, конечно, равняться на передовые регионы. Я уверена, что у нас есть огромный, невостребованный пока потенциал для развития сотрудничества с зарубежными партнерами. И, конечно, наши японские коллеги хорошо знают, что важнейшим направлением государственной политики России было и остается обеспечение ускоренного экономического развития, ускоренного экономического роста в дальневосточных регионах страны. В них действует целый ряд механизмов поддержки бизнеса, созданы условия для взаимовыгодных прибыльных инвестиций. Также отмечу, что межрегиональные связи могут сыграть ключевую роль в укреплении кооперации в сфере малого и среднего бизнеса. Во время форума глава Якутии Айсен Николаев провел личные переговоры с губернатором префектуры Тотtori. Главной темой стала возможность участия в инфраструктурных проектах. К другим новостям. Оформить пособие на первого и второго ребенка в России теперь можно в любом месте, где есть орган социальной защиты населения. Соответствующий закон вступил в силу 12 мая. До настоящего времени пособие на детей можно было оформить только по месту регистрации родителей. Теперь для подачи заявления не требуется даже временная прописка. Право на получение детских выплат будут иметь 770 тысяч семей россиян. Стоимость этой меры дополнительно составит 16,5 миллиардов рублей. Напомним, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил с 2020 года распространить детские выплаты на все семьи, чьи доходы не превышают 2 прожиточных минимумов на одного человека. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в республике остается напряженной. По числу заболевших Якутия находится на 3-м месте на Дальнем Востоке. Кто находится в группе риска, выясняла Анастасия Кобузева. Неутешительную статистику приводят в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом. С начала этого года выявлено 62 ВИЧ-инфицированных, в то время как за аналогичный период прошлого года 36 человек. В группе риска у нас находятся в первую очередь это наркоманы, которые внутривенно, алкоголики, работники секс-индустрии, и вот мужчины, имеющие связь с мужчинами. Первый ВИЧ-инфицированный в Якутии зарегистрирован в 1996 году. Во время строительства стадиона Туймада из Турции в Якутск прибыл рабочий, зараженный вирусом иммунодефицита. За 23 года на территории республики зарегистрировано 2375 ВИЧ-инфицированных. Из них 76% якутяне, 10% иностранные граждане, 14% прибывшие из других регионов с ранее установленным диагнозом. По статистике о положительном ВИЧ-статусе ежемесячно в Якутии узнают от 10 до 15 человек. На сегодняшний день больше всего ВИЧ-инфицированных в республике проживают в Якутске – 296 человек. В Мирнинском районе – 197 человек. На 3-м месте Нерюнгринский район – 120 ВИЧ-инфицированных. Затем идет Ленский район – 93 человека. Замыкает пятерку Алданский район – 50 ВИЧ-инфицированных. Эти районы у нас являются наиболее крупными районами и промышленными.
приезжает много вахтовиков для работы. Наибольший удельный вес ВИЧ-инфицированных в республике приходится на возрастную группу 20-29 лет. Сегодня в основном ВИЧ передается половым путем, причем среди молодежи. Как отмечают специалисты, молодые люди игнорируют даже саму мысль о болезни. ВИЧ-инфекция как-то уже людей не пугает, уже настороженности такой уже нету. Люди как-то уже привыкли. Ну, ВИЧ, СПИД, да, вот, и все равно все умрем, да, но... То есть нет такой, в общем-то, настороженности, и поэтому люди, в общем-то, позволяют себе рискованно себя вести. Обычно тест на ВИЧ является добровольной процедурой, однако есть обстоятельства, когда обследоваться просто необходимо. Например, во время беременности. В республике тест на ВИЧ можно пройти в поликлиниках по месту жительства или в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом на Стадухина 81/8. Анализ этот добровольный и бесплатный. Вот, каждый человек может прийти и сдать. Причем анализ, скажем, сегодня утром пришли в 8 часов, да, и уже на следующий день в час анализ будет уже готов. Вот. Это очень быстро. Но это при случае, если обращаются к нам, скажем, в наш спеццентр, да. А если район отправляют, скажем, с ЦУБов, да, то немножко дольше, потому что там логистика. А в эту пятницу и в субботу в столице пройдет массовая акция по бесплатному тестированию на выявление ВИЧ и гепатита. Пункты экспресс-анализа будут работать в ТРК Туймада, а также на Крестьянском рынке. Специалисты будут работать с 10 утра до 4 часов дня. А в воскресенье, в день памяти умерших от СПИДа, акция пройдет на площади Орджоникидзе. Начало в 3 часа дня. На сегодняшний день нет стопроцентного лекарства от ВИЧ, но вот способы держать его под контролем врачи смогли найти. Если у человека статус ВИЧ подтвердился, необходимо следовать курсу лечения, понимая, что это на всю жизнь. И только так больной сможет жить совершенно обычной и привычной ему жизнью. Анастасия Кобызева, Георгий Григорьев, Якутск. В работе врачей и медсестер педиатрической службы в Алдане появился ряд трудностей. Подробнее Татьяна Вахнина. Прием в поликлинике, заполнение карт, посещение маленьких пациентов на дому. Обязанностей у Татьяны Потапкиной, участковой медсестры, много. Участок Татьяны Александровны протяженный. На нем проживают более 800 детей. Если работа медика требует в общем колоссальной самоотдачи и постоянной внутренней собранности, то патронаж сопряжен с опасностями объективными. Узкие улицы, собаки бегают стаями, попасть домой очень трудно. Родители некоторые даже и бывает и двери не открывают, которые у нас на учете стоят такие неблагополучные постоянно. Чем больше опыта, тем сложнее работать, говорит Татьяна Александровна. Детям она отдала 40 лет. Трудности в работе связаны в первую очередь с сомнениями, кои увеличиваются пропорционально приобретенному опыту. Ведь не секрет, чем больше в своей профессии специалист знает, тем шире у него круг вопросов. Имеющие место в работе участковой медсестры сложности охватывают и иные стороны. Документации. Очень много детей, которые стоят на учете неблагополучных семей. Очень много. Ну, в принципе, и с родителями очень тяжело работать, потому что все грамотные родители у нас. Особенно сложно бывает доказать некоторым мамам, что не стоит заниматься самолечением, экспериментируя с детским здоровьем. Порой грамотность пациентов принимает ужасающие формы. Как-то раньше народ был доброжелательнее. Сейчас требования у них очень большие, а отдачи от родителей мы вообще не видим. Очень мало. Найти с родителями общий язык иногда бывает очень сложно. А вот с детьми, напротив, Татьяне Александровне было легко всегда. С детьми вообще легко работать, с родителями сложно работать. А дети-то они у нас такие хорошие, милые, спокойные. Все зависит от родителей, как родители. Меняется жизнь, меняются люди, не остается неизменным и круг обязанностей медиков. Сегодня врачам и медсестрам приходится заниматься не только лечением и оздоровлением, но также осваивать документоведение и прилагать усилия к достижению взаимопонимания с пациентами. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Эпоха копеек в скором времени канет в лету. Центробанк официально перестал чеканить монеты номиналом ниже 1 рубля.
По последним данным, мелочь в обращении находилась на общую сумму около 6,5 миллиардов рублей. В пресс-службе Банка России сообщили, что этого достаточно для обеспечения наличных платежей, и около 80% осело в карманах граждан страны. Евровидение 2019 официально открыли в Тель-Авиве. Церемония началась с дефиле участием 41 национальной делегации по оранжевой дорожке на площади у театра Габима в центре города. А в парке Чарльза Клора открылась деревня Евровидения. Организаторы отмечают, что это самый большой подобный комплекс, созданный за всю историю его проведения. На территории в 6 гектаров разместилась официальная фан-зона. Полуфиналы Евровидения пройдут в выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, а финал состоится спустя 2 дня. Напомним, что Россию представляет певец Сергей Лазарев с песней «Скрим». Он выступит во втором полуфинале под номером 13. Жительница поселка Алмазный Мирнинского района помимо кур и свиней разводит павлинов. О том, как райская птица адаптировалась к непростому климату Якутии, в сюжете Марфирины Алексеевой. Светлана Гавлевская с самого детства мечтала иметь райскую птицу. Уже 3-й год хозяйка счастливая обладательница павлинов. Именно в этом возрасте птица достигает половой зрелости, а перья хвоста самца приобретают способность раскрываться в эффектный веер. Воплотить мечту помогла подруга Светланы. Заветные яйца были переправлены самолетом с Московской области. Я ей позвонила, говорю, поищи, там где-нибудь продают инкубационное яйцо. Она, вы что, решили в Якутии павлинов? Да, решили. Ой, ребята, говорит, вы рисковые. Вот, поискала, нашла, попросили, нам привезли, вывели. И вот вырастили красоту. 3 самца, 2 самки живут бок о бок с курицами. На удивление миролюбивые и непривередливые. Вы знаете, мы сами были в шоке, это парадоксально, но эта птица очень любит ненастную погоду. Вот как видите, идет дождик, да, снежок. Они у нас вышли на улицу, когда еще лежал сугроб, и вот здесь вот была прочищена только дорожка. Где-то, наверное, уже в октябре, когда уже морозы встают, уже силком их заталкиваем, чуть ли вот не на руки и запихиваем, чтобы только они зашли. Вот. Пишут, что павлин довольно агрессивная птица и с другими не уживается. Ничего подобного. Мы их вывели, они с цыплятами выросли в одном законе с курочками, они их не обижают, живут сами себе и как бы вообще никаких конфликтов. Ну, только если что-то вкусненькое, типа изюмчика, яблочков, морковочки, тогда павлины тут начинают возмущаться. Это мое, наше. Этот год для Светланы особенный. Они с мужем ждут первое потомство павлинов. Также хозяйка делится, что птиц видели только ее близкие знакомые, но она с радостью показала своих любимцев местной детворе. Марфирина Алексеева, Вадим Ларионов, Мирнинский район. В Приморье прошли всероссийские соревнования по спортивному туризму на водной дистанции Кема-ралли-2018. После продолжительного перерыва Якутия была вновь представлена на этих соревнованиях командой водников из Нерюнгри. Рассказывает Сергей Козюра. Назад! 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 Настя, назад! С запада на восток сквозь Сихотэ-Алинский заповедник несет свои воды в Японское море река Кема. В 100 километрах от поселка Терней располагается каскад Порогов, одно из излюбленных мест дальневосточных водников. И именно здесь ежегодно проходит чемпионат Дальнего Востока по спортивному туризму на водной дистанции. И вот впервые с этого года соревнованию присвоен всероссийский статус. Мы не могли пропустить такое событие. Приморье, Хабаровск, Амурская область, Забайкалье и Республика Саха-Якутия. 8 команд, 5 регионов. В достойной конкурентной борьбе определялись сильнейшие. Якутию представляли 4 человека. Это туристы-водники из Нерюнгри. Для 3 из них это был серьезный дебют. Ну, допустим, Темптон, по Темптону я ходил, а там объем воды большой. Тут очень много шивер, очень много порогов, очень много скальника, то есть катамаран не сравнить, а вот каякинг тут как бы дикая разница с нашими реками. Командам необходимо было за максимально короткое время пройти порожистый участок реки, при этом взяв ворота, что оказалось весьма непросто. Вешки, обозначающие ворота, имеют разные цвета. Зеленые для прямого прохождения по течению, красные реверсионные, взять которые необходимо против течения. Но есть также черные, так называемый флэш. Чтобы войти в них, необходимо преодолеть реку боком, поперек.
Лучше всех с поставленной задачей справилась команда «Грани» из Хабаровска. Им присудили заслуженное первое место. Наши ребята на 4-й позиции, что тоже неплохо для дебютантов. Трасса, конечно, интересная, трасса, она своеобразная. Здесь есть все те элементы, которыми можно будет воспользоваться в дальнейших больших походах. Отработка этих всех препятствий, что немаловажно для похода. Почему делаются все соревнования? Чтобы ты не думал головой, а руки делали, как нужно обойти какой-то камень, как войти в улов, в струю, прочитать эту струю. Вот, чтобы спасти жизнь себе, сделать какие-то спас-работы, отработать здесь элементы. Вот, поэтому я и хотел, чтобы ребята все это получили здесь. Наглядным примером увидели все. Наша республика весьма привлекательна для туризма и уж тем более для водного. И этот задел на реке Кема обязательно даст свои плоды, ведь мы получили здесь главное – опыт. Более подробно о водных баталиях смотрите уже на этой неделе на телеканале Якутия-24. Сергей Козюра, Нерюнгри. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на Якутии-24, будьте всегда в курсе.